Таджикистанский центр прав человека, а потом форум свободных демократических таджикистанских свободных мыслителей. Господа, речь идет о свободе выражения мнения. Когда вы встречаете дипломатов из Таджикистана, они расскажут вам о многочисленных якобы улучшениях в свободе выражения мнений, но в реальности все несколько иначе выглядит. Таджикистан – страна, в которой активисты, да и обычные граждане боятся ставить лайки и переслать друг другу публикации в Фейсбуке или в Одноклассниках, потому что им очень хорошо известно, чем это грозит. Это что, свобода выражения мнения по образцу 21 века? В 2018 году парламент Таджикистана внес поправки в статью Уголовного кодекса, и по этим поправкам лайки и обмен информацией в соцсетях может означать состав преступления со сроками до 10 лет в тюрьме. В мае 2018 года Алиджон Шерипов был осужден и приговорен к 9,5 годам заключения только потому, что он просматривал видео, ставил материалы и пересылал их. На видео были собрания исламской партии за границей. Он только нажимал на кнопки компьютера «лайк» или «share». Это было видео руководителя партии Исламского возрождения Таджикистана. И заработал, так сказать, почти 10 лет за решеткой. Как же таджикистанские представители, дипломаты, которые собрались здесь, могут это объяснить? 2 месяца назад, в июле этого года, Ибрахим Кусимов из этого же района был приговорен к 9 годам заключения по похожему составу. Лайки и распространение, перепосты оппозиционных постов. Я обращаюсь к таджикистанскому представителю в этом зале. Объясните, пожалуйста, как обмен информацией в интернете может рассматриваться как уголовное преступление. Я прошу ОБСЕ потребовать у правительства Таджикистана освобождения Шарипова, Кусимова и всех тех граждан, которые за решеткой в нашей стране по обвинениям за лайки и перепосты в социальных сетях. Большое спасибо. Thank you. Большое спасибо.